заводов здесь 6. В каждом из них до 25 человек. Таким образом, в среднем ежегодно в училище обучается 150 человек. Быть суворовцев в гости училища увидели сначала на экране. Родителям школьников, желающих поступить в учебное заведение, представили ролик о жизни курсантов, после чего им предложили встречу с руководством военного училища. День открытых дверей делается не только для того, чтобы показать детям, ознакомить их с условиями поступления в училище, показать им условия учебы, отдыха детей и их родителей, но также для того, чтобы они смогли сами сделать свой осознанный выбор профессии. Родители предупреждают сразу, образование хорошее, но будет тяжело, поэтому стоит пускать детей только по их собственному желанию. Предстоит огромный объем работы, через который необходимо пройти. Да, это требует затрат, сил, нервов, выдержки. А тем временем школьникам предложили пройти небольшое тестирование. Ребятам задают вопросы по истории России, правоведению и другим предметам. Один из самых активных, Ахмед Давлетмурзаев, рассказывает, в семье военным делом занимаются несколько человек. Он решил пойти по их стопам. Желание Далее по программе самое интересное – экскурсия по училищу. Первым ребятам и родителям показали библиотеку, прошлись по столовой, спальному отделу и местам отдыха суворовцев. Мало кто скажет, что это место находится в военном училище, но именно здесь проводят свое свободное время некоторые курсанты за интеллектуальными играми. А для любителей более активного отдыха на базе есть свой спорткомплекс. На территории площадью около 3 гектаров есть футбольное поле, баскетбольные, волейбольные площадки, теннисный корт и военизированная полоса препятствий. Всего в экскурсии принимают участие около 100 ребят со всей республики. Из-за большого их количества гостей разделили на несколько групп. Им также рассказали и о распорядке дня учащихся. Общий подъем дается 5 минут. Через 5 минут спортивный форм теюах кичхил вешу. Дигдуеш волдел, спортиеш волдел. Тюльхата хатина исторовский училище телевизор чатун гайта гайтина шгойчена. Диш ваглай он ваглру, диш луду вертигад. Лурду хажруша على اشتغال دينا كنت نريدو على الحوس لكن دكتور. Больше всего привлек внимание тир. Суворовцы продемонстрировали, как разбирают разного вида оружия. От пистолета Макарова до снайперской винтовки Драгунова. Конечно, здесь и популярный автомат Калашникова. Школьники смогли и потрогать их своими руками. Даже есть у некоторых африканских стран на государственных гербах символ Калашникова. И в Африке, говорят, называют детей именем Калаш. В честь автомата Калашникова. Мусульман дакача диона, спортзал кача, столу кача, спальня диона, казарм диона кача, мусульман порядке. خذ عشان أسلوبين خلينا أصلي شوي خلايا جودك أسلوبيه. خلينا هذا درس وهذا هرسن خير دوين هين شو شيء جلان دكيو نص قيد جودك يو تنغدا. Ну и в конце зашли в спортзал. Здесь суворовцы занимаются боксом, самбо и другими видами. Немало и достижений, вплоть до чемпионата в России. Суворовцы также проводят и товарищеские игры между собой. Правда, рассказывают, выигрывает почти всегда старший, 3-й курс. Хамзат Аюбов, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости.